Сура Аль-Фатиха является первой сурой священного Корана. Ее название в переводе с арабского означает «открывающая книгу», так как она является не только первой по порядку расположения в Коране, но и первой сурой, ниспосланной целиком. Аль-Фатиха, состоящая из 7 аятов, была ниспослана в мекканский период жизни посланника Всевышнего, мир ему и благословение Аллаха. Об этом повествуется в одном из хадисов пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, передаваемом со слов Ибн Аббаса. Однажды, когда мы сидели рядом с посланником Аллаха, рядом с ним находился ангел Джабраил. Вдруг он услышал скрип над головой, после чего Джабраил посмотрел на небеса и произнес: «Это открылись ворота на небе, которые до этого никогда не открывались. Через них к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, спустился ангел и сказал: «Возрадуйся же 2 светочам, которые дарованы тебе, но не были дарованы никому из предыдущих пророков». Это сура Аль-Фатиха и последние аяты суры Аль-Бакара. Все, что ты прочтешь, в них будет непременно тебе даровано. Муслим, Насаи. Сура посвящена великому Аллаху, являющемуся Творцом и Господом обитателей миров, в связи с чем Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, называл ее величайшей сурой Корана, о чем говорится в одном из хадисов, переданном со слов Абу Саида Аль-Муалла. «Однажды пророк сказал мне: я научу тебя величайшей суре Корана», а после чего добавил: «Хвала Господу миров — это 7 часто повторяемых аятов и великий Коран, дарованный мне». Бухари, Абу Дауд, Насаи. Несмотря на, казалось бы, небольшой объем, сура Аль-Фатиха несет в себе большой смысл и имеет огромную значимость в жизни людей, и никакой другой аят ни одной из книг Творца не сможет с нею сравниться. Божий посланник, мир ему и благословение Аллаха, однажды произнес: «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, не было ниспослано ни в Таурате, Торе, ни в Инджиле, Евангелии, ни в Забуре, Псалтыре, ни в Фуркане, Коране, ничего подобного суре Аль-Фатиха, Тирмизи, Ахмад». Каждый мусульманин ежедневно как минимум 15 раз читает суру Аль-Фатиха, так как ее чтение является необходимым в каждом ракаате любого намаза. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, учил: если кто-нибудь совершил молитву, не прочитав в ней мать Писания, то его молитва является несовершенной. Муслим. Во время чтения данной суры верующий вступает в диалог с Господом, о чем повествуется в следующем хадисе. Великий Аллах сказал: «Я поделил намаз на 2 части между мной и моим рабом, который получит то, что он просит». Когда раб произносит слова «Хвала Аллаху, Господу миров», Творец отвечает: «Мой раб воздал мне хвалу». Когда верующий произносит «Милостивому и милосердному», то Господь отвечает: «Мой раб восхвалил меня». Когда человек произносит на властелину судного дня, то Всевышний отвечает: «Мой раб восславил меня». Когда молящийся произносит: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи», да то Творец отвечает: «Это будет поделено между мной и моим рабом, и раб мой получит то, что он просит». Когда же верующий произносит: «Наставь нас на прямой путь, путь тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и заблудших», то Аллах отвечает: «Это для моего раба, и он получит то, что он просит». Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Насаи. Я прибегаю к защите Аллаха от изгнанного и побиваемого шайтана. С именем Аллаха, Всемилостивого, Милующего. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим, Малики Яумиддин. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, хвала Аллаху.
Господу миров, милостивому и милосердному властелину дня воздаяния. إياك نعبد وإياك نستعين Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.